Всем привет, доброе утро. Вот, посмотрите, меня угощают с утра шоколадкой. Намек другим. Ага. Вчера я, получается, зашла, я всегда мониторю доска ИКТ, зашла и там смотрела, что-то слабый сигнал. И там всегда я мониторю, и вчера очень многим я написала, кто-то магазины продает, очень много тех, которые из-за аренды суши, пиццы, магазины, рестораны, кафешки, детские сады, оказывается, продают. И меня вот это привлекло, этот бизнес, вот именно шоколад натуральный. И вчера переписали, познакомились в WhatsApp. До того познакомились, что с утра меня шоколадку угощают. Будет Wi-Fi у меня. Меня слышно, да? Дайте обратную связь. А есть те, которые всегда смотрят. Ага, что, давайте знакомиться. Они стесняются. Мы будем спрашивать, почему, как, что, как, когда они начали, почему именно шоколадку. Забыла имя Светлана? Светлана. Запомнила. Я сохранила номер. Ага, Светлана, все, давайте рассказывайте, как все, когда начиналось. Ага, тихо, ребята мои, прямой эфир. Ага. Шоколад в наше время, это, его шоколадом назвать сложно, там, да, вот коммерческий, так его будем называть, да, коммерческий шоколад, он, состав у него как бы оставляет желать лучшего, да, то есть там в основном, в первую очередь, на первом месте всегда идет белый сахар, как бы о вреде белого сахара мы не будем, да, говорить, то есть там пользы нет вообще никакой, и поэтому, и дети мои, у меня вот дочь взрослая уже, сын тоже в этом году заканчивает школу, но я хотела сделать для детей, попробовать здоровый шоколад, чтобы они также ели сладости, были не обделены, да, скажем так, но чтобы они ели натуральный шоколад. И вот начала смотреть. Это фруктовый, да, это фруктовый шоколад, это вот малиновый. Я вообще шоколадку не ем. В месяц один раз, например, киндер-сюрприз же есть маленький, вот Макси. Один раз беру, в месяц меня хватает. Как-то мне обычно не нравится. Вот из-за того, что вот вы рассказываете, я анализирую. Или там один раз белую плитку, там только чуть-чуть. Я сама не сладкоежка, но здесь вкус какой-то другой, поэтому мне интересно. Да, и у нас есть, конечно, вы вчера же мне задали вопрос, действительно ли, единственный, да, потому что, да, в городе я видела, делают шоколад, отливают фигурки, в основном буквы делают, буквы делают, да, там, но в основном это идет готовые уже вот эти капли, Колебау есть, много фирм делает, и у них в составе уже идет сахар, а сахар идет белый. То есть просто его растапливают, этот шоколад, кто-то темперирует, кто-то не темперирует. Темперирование шоколада это, то есть когда если вы его просто отольете, расплавите и зальете, он будет у вас таять в руках, пачкаться, не будет форму держать, блестеть не будет. Да, руки мойте. Руки мойте. У нас ковид Данилович, у нас все чисто. Познакомьтесь. Главная ответственная за нашу клинику и службу Лия. Светлана. Насчет шоколада. А потом дети говорят, мама, давай, это же такой шоколад должны попробовать все. Да. И начинали для детей, потом чуть-чуть перенесли. И потихоньку так. Особо за клиентами я не рвусь, никаких не накрученных подписчиков. Есть люди, которые понимают. Потом не все понимают этот шоколад, потому что вкусовые рецепторы испорчены у всех, у детей, и они не понимают этот шоколад. Они привыкли, что там должен быть сахар, что должно быть сладко, самое главное, да? А вот вкуса самого шоколада там. И вот этот шоколад мы делаем, там идет только какао-масса, это бобы, когда перетирают, они идут на кокосовую массу, на кокосовое масло, и потом еще с с какао-массы еще делают какао-порошок, то есть эту какао-массу еще ее сушат, и получается порошок. Мы берем вот эту какао-массу, добавляем какао-масло, и туда идет кокосовый сахар. Кокосовый сахар – это самый натуральный, самый органический сахар, который не обрабатывается вот этими химическими какими-то. Вот у меня недавно тоже клиенты,
тоже желающие купить. Да. Ну, многие, наверное, да, спрашивают. и спрашивают, а почему именно кокосовые, а почему не тростниковый, например? Тростниковый сахар, там, я не знаю, ну, наверное, 90% это идет подделка. Ну, да. Это просто крашеный сахар, да, его натуральным-то он тоже очень дорогой. Ну и это тот же белый сахар, только он, ну, маленько недообработанный. Я этим летом попробовала кокосовое масло, пожарила картошку в Москве, когда была. Вообще вкус такой классный. Мы всегда говорим, Сан Мигол, там наши эти, да, хреновые. Там вообще вот, натуральное кокосовое масло вообще совсем другое. Друг покушал, говорит, о, так вкусно. А я говорю, на кокосовом масле пожарила. Он такой, я думал, ты типа вкусно готовишь. Типа смеялись. Попробуй. Натуральный шоколад. И в чем подвох? Вот люди все спрашивают подвох. В самой натуральности. Да. Там сахар есть? Сахар есть кокосовый. Кокосовый сахар. Он... А я буду толстеть, нет? Нет. Почему? Вы не будете толстеть, потому что это кокосовый сахар. У него очень низкий гликемический индекс, да, он, то есть белый сахар. Просто итальянин. Белый сахар, он из уже давно известно, он сразу поднимает инсулин, то есть, ну, очень, скажем так, большая разница. Вот попробуйте. Потому что мы вот вечно худеем, и мы вдвоем, вот у нас спорт, мы должны похудеть до Нового года, у нас есть это. Но мы же тоже хотим сладкое, например, да? Я сама не сладкоежка, но вот я 3 вкуса попробовала, честно скажу, как сказать, вообще другой вкус. Я говорю же, я вообще натурально чувствуется. Плюс ягода, да? Да, вот, ну это вот темный классический шоколад, и кто-то его называет горьким, кто-то называет темным, то есть здесь тоже надо разобраться. А если я ночью захочу шоколад ночью? Ну, единственное, что ночью здесь даже не сахар повлияет на то, что вы его, ну, почему его нельзя. Это какао, все равно какао, а здесь натуральный какао, и он, ну, бодрит. То есть, если... Ну, у меня дети едят круглосуточно этот шоколад, и у меня... Ты скажи, это хорошая экономия для, наверное. Маленький, ну, именно, конечно, да. конечно. А дальше пошел в гости, да, к доктору куда-то, да. к косметологу. Классно так. Всегда сделал шоколад. Это не просто ты зашел в магазин и купил этот... Можно для Москвы мне взять свой гостиницы, свой шоколад. Классно, да. Еще с якутским орнаментом сделать что-то, эту обложку. Видите, да, вот. Состав? Нет. Состав идея, да? здесь я просто принесла разный что шоколад. попробовать? Да, разный шоколад. Вот это идет. И получается это экономия, да, экономия еще... Да. Олеся уже все захомячила. Гречишный еще был шоколад. Вот это вот Где там? малиновый шоколад, это молочный шоколад. Байер, Молочный шоколад. Мы в молочный шоколад добавляем тоже, там идет либо овсяное сухое молоко, либо кокосовое молоко, или... Ребята, извините, вот мне позвонили, поэтому связь чуть-чуть прервалась. Вот, и скажу, мы еще все нюансы не будем говорить в прямом эфире. Получается, Светлана продает этот бизнес всего лишь за 150 тысяч рублей. И мы ищем тех людей, которые, например, я сама лично не могу заниматься, вы знаете, что я в Москву летаю, и сегодня я ищу того человека, мне многие пишут, я хочу открыть бизнес, там этот. Мне идея очень нравится, я ищу того человека-партнера, кто возьмет этот бизнес и будет продвигать, а с моей стороны вы оплачиваете 150, и мы начинаем общий бизнес. Полностью Светлана нас обучает, она из-за того, что переезжает, поэтому продает. Я ищу партнера, и с моей стороны поддержка, там Инстаграм, продвижение, вот это все. Вот, поэтому кто хочет открыть вместе со мной бизнес именно в сфере шоколада, всего лишь вложив 150 тысяч и имея огромную поддержку мою, и посмотрите мой сайт, мы вчера обновили, в шапке профиля под моим именем есть egdi.org, там полностью есть, и про этот шоколад я тоже все там внесу. Ищу инвестора, кто желает открыть, вот те, которые мне пишите, я хочу открыть свой бизнес, вот классный бизнес, который мне понравился, и я вот именно поддержу, и там еще добавлю свои идеи. Вот, кто первый успеет, с тем и начнем бизнес. Всем пока!